Еврорадио.ФМ. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Змітер Лукашук. Наш стрим, як звичайно, можна не тільки слухати, але й глядіти праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Перамагчы дзедаўшчыну сваімі сіламі армія не здольная. У гэтым перакананыя грамадскія актывісты, а таксама бацькі салдат, якія служаць у беларускім войску і настойваюць на неабходнасці грамадскага кантролю над сілавымі структурамі. Ну, арміяй найперш. Генералы, вядома, не згодныя. Прынамсі, беларускія генералы. Але так не паўсюль. У суседніх краінах такое супрацу грамадскага сектару и силовых структур армии все ж таки наладили, и громадяне ажыццяўляюць контроль за своими узброенными силами. Як гэта адбываецца, ці не ўплывае гэта негатыўным чынам на боездольнасць войска і ўвогуле ці дапамагае перамагчы дзедаўшчыну, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта былы міністр абароны Рэспублікі Малдова Віарэл Чеботару і кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрей Паротнікаў. Добрый день. Добрый день, господа. Здравствуйте. Господин Чеботару, министр обороны, вот насколько все-таки эта должность, я так знаю, что вы пришли в министры обороны из журналистики фактически. То есть вы, получается, не кадровый военный. Как вы стали министром? Совершенно верно. Ну, в принципе, это один из элементов вот того гражданского контроля, с которого мы начали эту беседу. И тот факт, что гражданское лицо, хотя у меня, конечно, есть и на момент, когда я стал министром обороны, был и в том числе и опыт военной службы, я дослужился до полковника в национальной армии, но тем не менее я был назначен министром политической партии как гражданское лицо, и это является одной из форм, из многочисленных форм установления гражданского контроля над вооруженными силами, а сейчас более адекватный термин – это правильное управление сектором национальной безопасности и обороны, потому что это целый комплекс мер. Вы говорили лишь о нескольких деталях, которые, наверное, наиболее понятны простому радиослушателю, будь то феномен, значит, как дедовщина или взаимоотношения непосредственно военных и гражданских лиц. Но на самом деле это проблема более сложная, более комплексная. И фактически мы говорим сейчас о том, что это не каприз, это не желание того или иного режима установить такую форму правильного управления сектором национальной безопасности и обороны, а это уже является целым пакетным необходимостью, который на сегодняшний день требуется любым участием в международных организациях, будь то Организация Объединенных Наций, будь то ОБСЕ, Совет Европы, или уже говоря о наших соседях из Североатлантического альянса или Европейского Союза. Все это уже прописано, все это уже заложено в законодательство, и с этого практически начинается разговор о надзоре над вооруженными силами, над службой безопасности, над всеми, так сказать, участниками этого процесса с законодательной точки зрения, с разработки необходимых законов, соответствия международным нормам. Ну и потом мы тихо-тихо приходим к тому, что ждет от нас простой гражданин, радиослушателей, качественные услуги в области обороны, в области безопасности. То есть то, что мы называем правильным, хорошим управлением этого сектора, когда политики, значит, разрабатывают вместе с военными бюджет, когда политики принимают решения. А кто такие политики? Это люди, которых мы делегируем путем выборов решать наши общие проблемы. И когда они, исходя из того анализа угроз, постоянных угроз, значит, вновь возникших угроз, определяют, какая должна быть количество армии, как она должна быть оснащена, против кого она, значит, или как она нас будет защищать. И именно в конечном итоге это и является вот тем гражданским контролем. А в конечном итоге дедовщина – это
феномен, который остался со времен тоталитаризма, да, так мягко выражаясь. В некоторых странах он является методом обучения, кстати. Поэтому мы скорее говорим, я как министр обороны акцентировал не столько на форме. В национальной армии нет феномена дедовщины, потому что у нас все призывники одного года. То есть у нас нет старослужащих и вновь служащих. Но есть, конечно, неуставные отношения. Вот это проблема. Девиативные отношения в армии. Я думаю, это для всех вооруженных сил является проблемой. Это социальная проблема. Она происходит, она не рождается в армии. Она привносится из общества. Если в обществе не борется с коррупцией, если в обществе не борется с преступностью или с падением нравов, как сейчас модно говорить, то тогда, конечно, такие феномены мы найдем и в армии, и в полиции, и в службах безопасности, и в частных охранных агентствах и так далее. Ну, давайте мы про дедовщину и вот все остальные это неуставные отношения более подробно чуть позже. Я просто уточню. И все-таки гражданский министр обороны, насколько он, ну, я не знаю, там, полноправный, я не знаю, там, министр, или это все-таки такая вот, ну, как бы, номинальная, ну, назначили и назначили. Свадебный министр. Да. Стыдно признаться, но я был адекватным министром, потому что, в принципе, я был соавтором всех документов стратегических, начиная с 1992 года. Просто специализировался по этой проблеме, и мне это было всегда интересно, и жизнь так сложилась, что я был участником всех. Поэтому, когда меня назначили министром обороны, я выполнял свой личный план. Я знал, что нужно делать, как это нужно делать, и поэтому я настраивал. И в этом отношении я, наверное, хороший пример. Когда в армию пришел человек, который знает армию, но который знает и общество, который был и в гражданском обществе, который работал и журналистом, который общался с политиками, с международными организациями. И поэтому мне легко было быстро и четко разработать план развития национальной армии, чтобы она соответствовала и тем угрозам, о которых я говорил, с другой стороны, чтобы она соответствовала ресурсам, необходимости. Потому что в конце концов в любой конституции любого государства оборона это является задачей каждого гражданина, не в отдельности, будь то гражданский или военный министр, будь то военный, будь то простая бабушка, будь то пенсионер, даже у них вы найдете какие-то участки, так сказать, участия в том, что мы называем обороной государства. Поэтому в этом отношении я считаю, что это не просто тренд, да, это был трендом в начале, когда закончилась холодная война, когда стояло 3 громадные задачи перед всеми странами, вне зависимости, по какую сторону занавеса они были. Это была детотализация, демассификация войск и демилитаризация государств. Вы помните, какие были гонки вооружений, какие системы военные были выстроены что в Советском Союзе, что в Соединенных Штатах, что в странах НАТО. И поэтому, решая эту проблему, можно было только сообща всем обществам. Поэтому, когда мы говорим об основных элементах гражданского контроля, мы имеем прежде всего в виду силовые структуры, как объект такого контроля или надзора. Мы имеем в виду парламент, мы имеем в виду развитое гражданское общество, где есть место и неправительственным организациям, и группам по интересам, и профсоюзам, и церкви, если хотите, и отдельным гражданам, где существует, ну, как сейчас модно называть, бизнес-комьюнити или предпринимательское сообщество, которое имеет свои непосредственные участия в оборонных делах и в обеспечении национальной безопасности. Мы говорим, конечно, и о средствах массовой информации, которые должны обеспечить необходимый уровень транспарентности. Любой гражданин должен знать, сколько денег тратится на армию, как наши сограждане в военной форме живут, чем они питаются, какая у них нагрузка, во что они верят, готовы ли они отдать свою жизнь за нашу, так сказать, спокойствие, потому что военные, давайте не забывать, это единственная категория, которая дает клятву отдать свою жизнь за, значит, мир и благосостояние своего народа. Поэтому,
к ним и требования другие, но, с другой стороны, и отношение должно быть другим, специфическим отношением. Вот это и создается в правильном политическом процессе, где существует диалог, где военные широко открыты для всех организаций, для материнских, значит, матери-солдат организаций, для организаций типа памяти, для ветеранских организаций, для всех тех, для кого армия – это объект пристального внимания. С другой стороны, есть финансовые организации, есть трибуналы, есть и правоохранительная система, которая следит за тем, чтобы в армии не расцветали такие феномены, как коррупция, как дедовщина вот в той форме, в которой она возникает, к сожалению. Во многих армиях эти вещи существуют, и мы боремся для того, чтобы эти системы были эффективными. А для того, чтобы они были эффективными, это не есть что-то произошедшее сразу же, скажем, после окончания холодной войны или развития, это процесс постоянного реформирования, постоянного обновления, потому что существуют, как говорят военные, новые вводные. К сожалению, нам жизнь преподносит сюрпризы. Кто-то из больших стран начинает себя вести немножко неадекватно, возникают новые угрозы, возникают новые очаги, возникают новые потоки. Если мы говорим сейчас о беженцах, которые буквально встроили и в Европу в новые, так сказать, необходимость пересматривать свои. Вот, казалось бы, и НАТО, и в Европейском Союзе уж на что, как говорится, и средств хватает, и это, но вот этот поток беженцев, 2 миллиона сирийцев, которые проскочили и пробились через все границы Евросоюза, поставили исключительно многие проблемы перед каждой страной в отдельности и перед международными организациями. Спроектируем на Беларусь вот первую часть, которую сказал господин Чеботару. Министр обороны гражданский. Андрей, насколько вот для Беларуси это, ну, в принципе, я не знаю, желательно было бы или нежелательно, наоборот, вот не нашей армии гражданского министра? Ну, я думаю, что в первую очередь это желательно для самих военных. Начнем с того, что тот военный бюджет, который сегодня есть у Беларуси, он недостаточен для поддержания на должном уровне внешней военной безопасности страны. Военный министр, министр-генерал, ну, понимаете, проблема с генералами в том, что их не учат выбивать деньги. Их учат стойко переносить тяготы и лишения военной службы, потому что всегда когда-то было хуже, там, вот надо потерпеть, там, и так далее. Все-таки, когда на эту должность приходит, либо даже в случае с Беларусью, что более вероятно, там, чиновник, номенклатурщик высокого уровня, либо для демократической страны публичный политик, надо помнить, что должность министра обороны – это одна из топовых должностей, туда приходят самые опытные, самые влиятельные, соответственно, люди переносят свой личный политический и административный вес на это ведомство, усиливая его. И в этом плане парадокс состоит в том, что отдавая политический контроль над армией, да, над вооруженными силами, в принципе, над силовыми структурами, генералы таким образом усиливаются, потому что они получают больше доступ к ресурсам. То, чего сейчас нету. Вы сказали, что если вот говорить о коррупции, например, если в обществе есть коррупция, то и в армии будет. Вот мы знаем, что, ну, слышали, по крайней мере, читали, что коррупция в Молдове достаточно такая сильная, а армия как вот из-за этого? Можно сказать, что и армия туда же? Безусловно, но в случае с Республикой Молдова, может быть, примеры коррупции, они несколько, так сказать, распластывается по маленьким случаям, так называемая petty corruption, да, когда люди, например, для того, чтобы отлынивать от службы в армии, платили, значит, взятки каким-то, значит, это было массовое явление, но это удалось как бы выкорчевать. Были большие скандалы, связанные с продажей оружия непосредственно Министерством обороны. Но вот в этом-то и существует этот баланс между гражданскими. Сейчас создана такая система, при которой военные не участвуют в продажах вооружений. Это делает специализированные организации таким образом. Но и более того, хочу сказать, что в последнее время появились очень ценные, богатые практикой опыт искоренения коррупции именно из вооруженных сил. Мы прервемся на небольшую паузу. Короткий выпуск новин на Еврорадио. Я нагадаю, что у нас в гостях был министр обороны Молдовы Виарел Чеботару и керівник аналітичного проекту Беларусь Security Blog Андрей Поротников.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Ганна Балахович, кароткі выпуск навінаў. На палях саміту Еўразійскага эканамічнага саюза ў Нур-Султане Александр Лукашенко правёў сустрэчу з Уладзімірам Пуціным. Яны абмеркавалі паглыбленне двухбаковай інтэграцыі. Паведамляецца, што кіраўнікі Беларусі і Расіі даручылі ўрадам да 21 чэрвеня знайсці агульныя падыходы па ўсіх пытаннях інтэграцыі. Пасля гэтай даты Лукашенко і Пуцін зноў сустрэнуцца для грунтоўнага і падрабязнага абмеркавання ўсіх расійска-беларускіх пытанняў і далейшага сістэмнага ўзаемадзеяння. На пасадзе ганаровага старшыні вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета Нур-Султан Назарбаеў мог бы заняцца рэвізіяй усяго, што зроблена ў ЕАЭС. Такую прапанову на саміце Еўразійскага эканамічнага саюза агучыў Александр Лукашенко. Не трэба думаць, што гэта нейкі падарунак чалавеку, які ўчора быў прэзідэнтам Казахстана, а сёння пайшоў. Мы з яго яшчэ вельмі шмат зможам выціснуць станоўчага для нашага саюза, дадаў кіраўнік Беларусі. На складзе камбіната школьнага харчавання ў Лідзе былі выяўлены цукеркі з бактэрыямі групы кішачнай палачкі. Вафельныя трубачкі «Звычайны цуд» былі выраблены ў Расіі і трапілі на склад ад імпарцёра. Рэалізоўваць іх планавалі ў школьных сталоўках. Прычынай з'яўлення бактэрый магла стаць забруджаная сырвіна або парушэнні пры упакоўцы і захоўванні цукерак. На прылавак прадукцыя не трапіла. Барысаўская міліцыя затрымала ўладальніка наркатычнай тэлеграм-крамы. У яго аўто пры ператрусе было знойдзенае расфасаванае па поліэтыленавых пакетах псіхатропнае рэчыва, агульнай масай амаль 60 грам і 3 таблеткі экстазі. Акрамя таго, у аўтамабілі былі прыстасаванні для фасоўкі наркотыкаў. Закладкі зламыснік рабіў як у лесапарках, так і каля шматкватэрных жылых дамоў. Затрыманага ўзялі пад варту, на яго пачалі крымінальную справу. Раней ён ужо прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за захоўванне наркотыкаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з былым міністрам абароны Рэспублікі Малдова Віарэлам Чабатару і кіраўніком аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрэем Паротнікавым абмяркоўваем, як дамагчыся грамадскага кантролю за арміяй і ввогуле сілавымі структурамі. Господин Чабатару, вы рассказали о том, что гражданский министр обороны – это такая одна из составляющих гражданского контроля за армией. Тем не менее, когда вот мы простому человеку говорим о гражданском контроле за армией, он понимает это, видит это так, что вот родители солдат, какие-то там матеря, там разные такие движения, там, может быть, инициативы, политические партии, военные эксперты, вот как Андрей, например, они вот могут прийти, посмотреть, что солдаты едят, хорошо ли у них обеспечение, нормальных ли кроватях они спят, вот, как у них с дедовщиной. Вот как вот это? Нужно оно, вот такое вот? Абсолютно нужно. Более того, у нас на международном уровне был спор между тем, как объединить две вроде бы необъединяемые вещи. Право доступа к информации и право содержать секреты. Значит, для этого выработана международная рекомендация. Например, доступ к статистике. Как я могу знать, насколько большой процесс неуставных отношений в армии, если у меня нет статистики к этим случаям? Если я не знаю, например, какой уровень физической подготовки для того, чтобы делать выводы. Например, если я, как Андрей, занимаюсь этим достаточно профессионально и отслеживаю тем, что себя представляет. Но военные мне отвечают: вы что? С ума сошли? Это же военная тайна. Если эту статистику начнут перерабатывать наши враги, они будут знать, насколько мы слабые, насколько мы неподготовленные и так далее, и так далее. То есть все это надо преодолевать путем диалога. Конечно, нужно открывать максимально возможный доступ к той информации, которая сегодня считается секретной. И нет ничего более полезного, чем если общество будет знать о проблемах армии и вовремя
способствовать решению этих проблем. В том числе по укреплению боеспособности, в том числе, когда увидят, на какой старой технике, значит, наши сыновья, как говорится, тренируются, и будут тогда говорить: ребята, может быть, вы что-нибудь более адекватному времени в армии. То есть военный приобретает себе натурального, нормального союзника, тех матерей, чьи солдаты сегодня, значит, проходят службу, благородную службу в своей национальной армии. Поэтому доступ к этой информации, такое сотрудничество, такой диалог между военными, неправительственными организациями, гражданскими активистами, различными обществами, о которых мы говорили, они являются сегодня не прихотью чьей-то, а абсолютным элементом нормального управления государством и государственными институтами, каковыми является армия, служба безопасности, значит, полиция, внутренние войска, пограничные войска и так далее, и так далее. Я знаю, что где-то года два уже, получается, назад, может, год назад была попытка в Беларуси такой общественный совет при Министерстве обороны создать, ну, по крайней мере, что-то начать, вот эти вот само движение в сторону гражданского контроля за армией. Вот Андрея Поротникова предлагали в группу, которая должна была войти тоже в этот общественный совет. Андрей, напомни нам и слушателям, и вот господину Чеботару, чем это закончилось и какая аргументация была? Ну, ничем, на самом деле, это не закончилось. То есть результат был нулевой. После очень странной, мягко говоря, смерти Александра Коржича, которая больше похожа на убийство, хотя утверждают, что это самоубийство было. Как, наверное, ваши слушатели помнят, сначала утверждалось, что там нету криминального следа, а после того, как обстоятельства его смерти стали достоянием общественности, возбудили 39, если мне не изменяет память, уголовных дел по фактам нарушения законодательства в 72-м Объединенном учебном центре. Политиками белорусскими была предложена схема создания такого общественного консультативного совета при Министерстве обороны, куда должны были войти в том числе и бывшие министры обороны. То есть это не вот такой стопроцентный политический либо общественный совет. Туда предлагался большой перечень таких вот профессионалов нишевых. Но прозвучала такая фраза, что вы же не учите доктора, как ему делать операции. Чего вы тут нам голову дурите? И на этом, в общем-то, все закончилось. Господин Чеботару, вот такая ситуация. Вот что бы вы посоветовали в такой ситуации делать? В реалиях Республики Молдова у нас немножко другой подход. Например, сегодня нет ни одного закона, который бы относился к армии, который бы не проходил бы обсуждение в общественных советах. Причем не единый совет. Есть разные форматы. Один формат — это, скажем, организации матерей, другой формат — это ветеранские организации, третий — это эксперты, чисто эксперты, которые занимаются непосредственно определенными. И фактически это входит в обязанности министерства. Никто его не спрашивает, хочет он или не хочет. Он обязан это делать по законодательству Республики Молдова. И если он этого не делает, то его можно снять, его можно, так сказать, публично заклеймить и так далее. То есть все это происходит немножко по-другому. Другое дело, насколько это эффективно. Вот здесь мы с этим боремся. Насколько замечания, которые мы делаем, насколько предложения, которые мы делаем, полемика, которая возникает по тем или иным вопросам функционирования вооруженных сил армии, воспринимается или нет. Но это нормальный демократический процесс обсуждения любой проблемы. На сегодняшний день в Республике Молдова в отношении вооруженных сил армии нет тем табу. Будь то личность министра, личность военнослужащих, или там генералов, или так далее, или их участие в тех или иных событиях, подготовки, как и так далее. Нет тем табу, любая тема обсуждается. Есть формализированные форматы, которые устанавливаются законодательством. Есть неформальные советы, когда министр может пригласить, когда министры или военнослужащие организуют постоянные пресс-конференции или тематические встречи
есть когда существует практика открытых дверей, когда существует практика участия гражданских лиц в подготовке военной, когда они видят весь этот процесс, участие средств массовой информации, приглашенных во время даже самых ответственных воинских учений или так далее. И, конечно, доступ в воинских частях по необходимости или по желанию, когда это угодно. Есть специальные процедуры, конечно, иногда нужно и определенное согласование, но в любом случае нету таких запретов на, значит, осуществление этой деятельности. Это нужно прежде всего военнослужащим. Это нужно прежде всего обществу. То есть это всем нужно. Это не кто-то против кого-то, а это мы все вместе решаем главную проблему, как оборонять нашу страну. Знаете, где-то вот неделю-две назад руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Беларуси выдала такую в интервью фразу, мол, о нарушениях внутри Министерства внутренних дел, там, сотрудниками внутренних дел, не надо про это писать журналистам, вообще выносить ссоры из избы, как говорится. Есть, мол, у нас служба собственной безопасности, мы сами разберемся и как бы не лезьте. Исходя из ваших слов, я понял, что наоборот, публичность, вынесение ссоры из избы, оно работает на оздоровление самой структуры. Абсолютно. На избавление от коррупции, от дедовщины, от правонарушений. Более того, если в случае выявления этих нарушений, и обязанность журналистов, и обязанность гражданского общества, и обязанности, скажем, адвокатских структур следить за правильным за правильным исполнением закона, то есть если человек соблюдается все права во время судебного разбирательства тех или иных феноменов, а потом мы должны обобщать это для того, чтобы искоренять эти феномены. То есть это абсолютная норма, она так и воспринимается как норма. Я думаю, что да, конечно, бывают случаи, когда даже хорошо вышкаленные, даже молодые офицеры, будь то полиции, будь то безопасности или обороны, считают себя, значит, хотят оградить от транспарентности, да, но на то и журналистов учим пробивать любые вот такие оборонные. Я, как министр обороны, всегда боялся не ответить вовремя на вопрос журналиста, будь то мне задан на улице или во время заседания или по телефону. Я ни разу никому не отказал в этом. Я считаю это абсолютно нормальным. Я всем раздавал свой номер телефона, особенно журналистам. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Не надо сначала создавать сенсацию, панику. Вы спросите у меня, правильно это или нет. Я проверю и вам дам эту информацию. То есть это абсолютно нормальное отношение. Вот эту вот часть разговора надо вырезать и разослать во все пресс-службы и Более министрам того, раздавать. я дал свое разрешение всем командирам частей давать непосредственное интервью без того, чтобы запрашивать пресс-центр или кого-то еще. Если мы назначаем офицера, командующим бригадой или батальоном или другими соединениями, мы ставим на эту должность грамотного человека, который должен грамотно отвечать за свои действия, за то, что делают подчиненные ему коллективы, и он должен отвечать любому гражданину, и журналисту, и представителю гражданского общества, и простому гражданину, который спрашивает, а как вы там моего сынка содержите? Вот нас слушатели задают вопросы уточняющие. Сколько по продолжительности служат в Молдове? Срочная там служба или нет? Разрешены ли там у солдат телефоны, чтобы постоянно в кармане был? Как часто отпускают в увольнение? Хорошо. Первое, значит, 12 месяцев. Я считаю, это мало, но это так принято законодательством. Второе. У нас сейчас есть предложение переходный период к профессиональной армии. Я категорически против этого. Но как политик я считаю, что нужно сохранить призыв. Но, конечно, профессионализация армии, она необходима, потому что времена такие. Значит, по уставу любой военнослужащий получает увольнительный. Я думаю, что у нас достаточно пермиссивный, разрешительный порядок. Я сейчас не помню абсолютно точно по уставу, как это полагается, но я думаю, что здесь проблем особых у нас нет в Республике Молдова. Телефон?
Телефоны, ну, по крайней мере, я не сталкивался с такой проблемой. Когда я был министром, да, у нас были телефоны, но я думаю, что в определенных частях, при определенном режиме сохранения секретности могут быть вводиться какие-то специальные правила. Как министр, вот странно, для меня этот вопрос прозвучал как-то, я не помню, чтобы сталкивался с этим вопросом организационно, то есть... Андрей, вот и сейчас от господина министра прозвучала чуть раньше такая фраза, и мы, как я с вами, экспертами, обсуждал эту тему насчет того, что каково общество, такой будет и отношение в армии, как срез общества. Если есть, ну, грубо говоря, дедовщина где-то там вот на улице, то она будет и в армии. Если есть коррупция в обществе, то будет она и в армии. Насколько вот все ж таки гражданский контроль может с этим справиться, если армия – это срез в обществе, а общество вот такое оно? Ну, во-первых, это силовые структуры, это довольно специфические структуры, и, в общем-то, все общественные процессы, которые происходят, вот так буквально они туда не переносятся. То есть там все-таки есть процедура отбора, там есть внутриведомственный контроль, там есть свои процедуры безопасности, которые людей дисциплинируют и заставляют держаться в рамках. А что касается непосредственно самого общественного контроля, мы очень много говорим о нарушении прав военнослужащих срочной службы, да, так, дедовщина, вот эти неуставные отношения. Но мы очень мало говорим о нарушении прав офицеров, ведь эта закрытость в первую очередь бьет по ним. Это произвол со стороны командования, когда есть фавориты. Я говорю сейчас не только об армии, я говорю в принципе о силовом блоке. Когда есть фавориты и те, кого постоянно гнобят. Есть те, кто получает премии каждый месяц, и те, кто их никогда не получает. Ну или это, например, сохранение такой, как мне кажется, абсолютно ублюдочной практики принудительного подписки на ведомственные издания, да, в которых, в общем-то, зачастую люди, которые служат в этих силовых структурах, они-то в них не нуждаются. Вот в том виде, в том формате, в каком у нас ведомственные газеты существуют. Поэтому проблема очень комплексная, и как раз-таки большая открытость, она, надо понять, она пойдет на пользу всем. Она пойдет на пользу и военнослужащим срочной службы, она пойдет на пользу и, скажем так, профессиональной части наших силовых структур, потому что это позволяет гарантировать соблюдение в том числе и их прав и интересов. Господин министр, можно я уже вот эту тему мы как бы так достаточно широко осветили, я воспользуюсь в конце программы возможности и ваше мнение спрошу, узнаю, как, ну, военного, не военного, но все-таки военного человека. Много говорят о том, что вот есть опасность для Беларуси со стороны России, вот повторение, скажем, донбасского сценария в Беларуси при там определенных условиях. Особенно вот из Украины много пишут об этом. Ваше мнение, вот есть ли основания? Ну, для гражданина страны, на территории которой уже 27 лет находятся оккупационные войска Российской Федерации, миротворческая операция закончилась фактически в 1993 году. С тех пор мы не знаем, что делают российские войска на нашей территории. Более того, у нас на территории есть еще и так называемая Приднестровская армия, которая больше национальной армии Республики Молдова, которая тренируется российскими войсками и которые в любой момент могут действовать вне зависимости от желания законного правительства в Кишиневе. Безусловно, для нас это источник почти всех угроз к обороне и безопасности Республики Молдова. Я не думаю, что я могу вам дать оптимистический совет, потому что мы видели, как действуют спецвойска в Донбассе, как они действовали во время аннексии Крыма. И я думаю, что на сегодняшний день любая стратегия Европейского Союза, НАТО и отдельных стран включает в себя угрозы со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Будь то мы говорим о ядерном оружии, будь то мы говорим о, так сказать, обычных видах вооружений, будь то мы говорим о возможности Российской Федерации оперативно действовать, как это произошло во время русско-грузинской войны 2008 года и событий 2014 года. Как министр обороны я как раз был в это время, и хочу сказать, что угрозы непосредственно к безопасности Республики Молдова, хотя мы не имели отношения к этому, были настолько серьезные, что это заставило нас принять абсолютно непредсказуемые для Республики Молдова меры. Я, как министр обороны,
был среди тех, которые приняли эти меры, в том числе и подписание с НАТО так называемой инициативы по укреплению боеспособности Республики Молдова. Спасибо большое. Дякую вялікі моим суразмоўцам. Я нагадаю, что у нас у гостях был былы министр обороны Молдовы Виарэл Чеботару и кіраўнік беларускага аналітычнага центра Беларусь Security Block Андрей Паротнікаў. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Слухайте, у нас сегодня еще будут цікавыя эфиры.